Всем большой привет! С вами журналисты-первокурсники. Как говорил Аноре де Бальзак, журналисты – это первая черта общества, поэтому мы будем стараться держать эту черту высоко. Меня зовут Ульяна Евстафьева, и в этом выпуске. История и деятельность молодежной библиотеки Республики Коми. Как спорт объединяет людей. В Сыктывкаре прошел инклюзивный спортивный фестиваль «Спорт для всех». Молочные реки, кисельные берега. Вместе с нашими корреспондентами разбираемся в пользе молока. Первокурсники и выпускники. Как относятся к учебе те, кто только начинает, и те, кто уже завершает свой университетский путь. 27 мая отмечался Общероссийский день библиотек. В честь этого мы посетили молодежную библиотеку Республики Коми. Узнали о ее истории и деятельности. Подробнее в сюжете Алины Бубич. Молодежная библиотека Республики Коми – одна из самых старинных в Сыктывкаре. В этом году она отмечает свое 50-летие. История учреждения начинается в 1974 году, когда состоялось открытие городской юношеской библиотеки. В конце 70-х книгохранилище поменяло свое местоположение, и теперь его постоянный адрес – Коммунистическая, 78. Да, библиотеки остаются актуальными, потому что в магазинах книги достаточно дорогие на данный момент, а тут можно взять книгу бесплатно и пользоваться ей, когда прочитаешь, потом вернуть. Сейчас учреждение – просторная площадка для саморазвития и творчества. В библиотеке регулярно проходят различные мастер-классы и открыта гвоздильня – помещение, где можно создать что-то своими руками. Для любителей почитать представлен широкий ассортимент книг. По словам сотрудников, здесь найдутся жанры на любой вкус – от классической литературы до комиксов. Иногда нам хочется почитать фантастическую литературу, тут нам захотелось почитать детективы, посмотреть комиксы, а потом мы резко вспоминаем, что мы, оказывается, учимся, и нам нужна отраслевая литература, связанная именно с обучением, связанная с направленностью и специальностью. Поэтому можно сказать, что, опять же, разные люди интересуются разными жанрами. В молодежной библиотеке Республики Коми каждый желающий может не только взять книгу, но и прийти поиграть в настольные игры вместе с друзьями или посетить любое мероприятие, которое организовывает сама библиотека. Так, например, каждый месяц в библиотеке проходит заседание клуба «Засофтимся». На них в свободном формате участники слушают лекции, посвященные софт-скиллам, и учатся применять их на практике. Основная тематика – это прокачка софт-навыков. Как я ранее говорила, это гибкие навыки, которые можно применить в разных сферах. К ним относятся коммуникабельность, стрессоустойчивость, креативное мышление и так далее. Количество участников заседаний варьируется. Вступить в клуб может каждый желающий, однако основная аудитория клуба – это молодежь от 14 до 35 лет. То есть чаще всего, конечно, в период слез люди ничего не говорят, они просто плачут, особенно когда истерические. Если вас заинтересовал клуб или вы захотели посетить учреждение, то молодежная библиотека Республики Коми открыта для всех желающих. График ее работы ежедневно с 11 утра до 8 вечера по будням и с 11 утра до 6 вечера по выходным. Алина Бубич, Алина Ватаманова, учебное телевидение СГУ. 29 мая на базе средней общеобразовательной школы номер 18 прошел инклюзивный спортивный фестиваль «Спорт для всех». Подробности расскажет Ольга Рубачева. Находиться среди единомышленников всегда очень приятно и важно, особенно когда речь идет о спорте. Ведь это сила, которая объединяет всех, независимо от особенностей. На инклюзивном фестивале «Спорт для всех» каждый смог почувствовать себя частью дружной команды. Фестиваль «Спорт для всех» – это проект-победитель конкурса «Росмолодежь Гранты». Его автор – ученица психолого-педагогического класса 18-й школы Арина Порошкина. Я участвовала в конкурсе «Росмолодежь Гранты», выиграла грант на сумму 513 тысяч рублей. На эту сумму мы закупили оборудование и сейчас проводим мероприятие. Участниками мероприятия стали ученики 8 школ Сыктывкара, а также воспитанники Дворца творчества детей и учащейся молодежи. В рамках фестиваля организовали 5 станций. Дети смогли позаниматься на специальных тренажерах и поиграть в такие командные игры, как голбол, боча и сидячий футбол. Есть несколько видов тренажеров. Это велосипед, беговая дорожка, тропа массажная для ног, после диск напольный, где дети могут покрутиться на нем. Также заказан был батут. На батуте дети прыгают, выполняют разные упражнения. Чтобы все мероприятие прошло безопасно, на спортивном фестивале присутствовали волонтеры из Сыктывкарского государственного педагогического колледжа. Студенты следили за прохождением станций, помогали детям и развлекали их. Это наработка профессиональных компетенций, потому что на данных мероприятиях
студенты напрямую могут получить умение коммуницировать с детьми с различными нозологиями, это раз. А второе, это как раз смотрят методику, технологию проведения мероприятий. Помимо колледжа, поддержку организаторам оказало региональное отделение движения первых. Как отметил председатель Совета объединения Андрей Безносиков, Россия открывает перед каждым человеком множество возможностей для самореализации и проявления своих способностей. Спорт и здоровый образ жизни – это очень важное направление, одно из 12, которое реализуется движением первых. Конечно, мы поддерживаем. И очень рады, что сейчас у ребят есть возможность свои идеи, свои проекты не только подавать, но еще и реализовать, получать на них поддержку финансовую. В завершении фестиваля каждый участник получил сертификат и сладкий приз. Узнать больше об инклюзивном спортивном движении можно в Центре психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения Сыктывкара или обратиться во Всероссийское общество инвалидов. Ольга Рубачева, Екатерина Матвеева, учебное телевидение СБУ. 1 июня отмечается не только День защиты детей, но и Всемирный день молока. Раньше польза этого напитка была общепризнана, однако в современном мире все чаще прослеживается тенденция отказа от молока в сторону растительной продукции. Хотя остаются и те, кто продолжает горячо его любить. Окунемся в молочный мир в сюжете Полины Лопуньковой. Коровье молоко – источник полезных витаминов и необходимый продукт в рационе? Или недавно набравшее популярность растительное молоко, чистый продукт, вполне способно его заменить? Сегодня мы узнаем ответы на эти вопросы. Впервые люди попробовали коровье молоко около 9000 лет назад, когда начали одомашнивать животных. Все мы с малых лет помним сказочные молочные реки и молоко с медом, которое нужно пить, когда болеешь. Так, например, Михаил Тарасов пьет молоко с детства. Студент отмечает, что употребление этого напитка уже вошло у него в привычку. Он вкусный, он полезный, он всегда в холодильнике, очень удобно, допустим, чайник вскипятил, надо разбавить чем-то, налил молоко. И все, и вкусно, и полезно. С детства всегда пил, нравилось как-то. Там белки, жиры, углеводы, все, что надо как бы. Тем не менее, сейчас многие люди отказываются от коровьего молока по разным причинам. Из-за здоровья, своих убеждений или вкусов. Несмотря на разные предпочтения, о пользе молока наслышаны даже те, кто его не употребляет. Например, Мария Хатиновская с детства не ест молочные продукты, но отмечает, что в молоке есть важные для здоровья человека вещества. Всякие различные микро-макроэлементы, белки, молочные жиры, все полезно для организма. Просто некоторые, как непереносимость лактозы есть, некоторым просто молоко не нравится. Как отмечают врачи, коровье молоко богато минеральными веществами, аминокислотами и витаминами А, Д, Е. Также напиток является основным источником кальция для нашего организма. Однако врачи не рекомендуют употреблять сырое молоко. Они советуют обратить внимание на пастеризованное или стерилизованное, то есть прошедшее термическую обработку. К тому же, по мнению специалистов, молоко может нанести вред здоровью в случае активного злоупотребления или лактазной недостаточности. Непереносимость лактозы, ее по-другому называют лактазной недостаточность, либо гиполактазия. То есть это состояние, при котором организму человека сложно переваривать молоко, то есть молочные продукты. Симптомами лактазной недостаточности являются метеоризм, диарея, реже рвота. Сегодня у людей с непереносимостью лактозы или просто отказавшихся от коровьего молока не возникнут сложности при поиске замены напитка. На полках магазина все чаще можно увидеть огромный выбор растительного аналога. Каждый вид альтернативного молока содержит собственный набор питательных веществ. Овсяное богато пищевыми волокнами, кокосовое витаминами группы В, миндальное полезными омега-кислотами. Есть разные люди. В жизни одних молоко закрепилось прочно, и они не готовы от него отказаться. Другие хотели бы пить его, но не могут из-за лактазной недостаточности. Третьи просто выбирают заменять молоко разнообразными аналогами. Альтернатива – это всегда хорошо, а выбор за вами. Полина Лопунькова, Ева Гусева, учебное телевидение СГУ. Весна подошла к концу и начинается пора экзаменов. Кто-то впервые готовится к летней сессии, а кто-то прощается с университетом навсегда. Мы решили сравнить, как относятся к учебе студенты-первокурсники и нынешние выпускники. Какая разница между учебой в университете и школе? Учеба в университете предполагает за собой куда больше ответственности, потому что здесь за тобой, как нам и говорили в школе, никто не будет бегать, и нужно стараться решать все свои проблемы самому. Как по мне, разница в том, что в школе
по сути, тебе дают огромный пласт информации, который ты, в принципе, должен впитать и найти в этом что-то свое. А в университете как раз ты больше сосредоточен на своих таких приоритетных предметах. Вы собираетесь по интересам, то есть в школе ваш класс, это могут быть люди совершенно разных интересов, это могут быть технари, спортики, гуманитарии, а мы как раз в группе собираемся в основном гуманитарии, но при этом мне казалось, что в школе как бы командного духа больше, чем в универе. Как правило, в большей части случаев учеба более интересно дается, если вы угадали с направлением, конечно же. Что больше всего запомнилось за этот год учебы в университете? Сложно выделить что-то одно. Пожалуй, это были лекции по физкультуре. Больше всего, наверное, запомнилось 1 сентября, когда мы еще не знали, как что проходит, только знакомились с группой. И вот бегали по корпусу, искали кабинет, вот все было неизвестно и интересно очень. Практика на первом курсе, мы проходили археографическую практику, и мы с моим одногруппником сидели в отдельном кабинете всю практику от всех девочек, и вообще было весело. У нас такой был некий кружок без баб. В экспедицию мы катались в 22-м, по-моему, году, если меня не обманывает память, в Черныш, в Ношуль, там по таким селам. Очень понравилось. Наверное, наши стендап-вечера было очень атмосферно, очень уютно. Это поездки от вуза на тот же КВН. Ну и, наверное, время, проведенное с группой. У нас прекрасная группа. Буду скучать по ним. Как прошла ваша первая сессия? Это было ужасно. В дистанции, под успокоительными, но прошла. Немножко нервозно, конечно, да, был мандраж, но я бы не сказал, что это было что-то супер такое, супер пугающее. Самое главное запомнить, то, что нужно пережить первые 4 сессии, а дальше, как говорится, будет легче. Первые 4 сессии самые тяжелые. Переживите просто. Я пережил. Какие уроки вы извлекли за годы учебы в университете? Для меня, наверное, главный урок после первого курса, что я думаю, не нужно останавливаться только на учебе. Вот вы учитесь в универе, и жизнь в универе, жизнь не должна крутиться вокруг только него. Во-первых, не надо прогуливать, потому что на парах даются знания, которые могут пригодиться на сессии, и также все делать заранее, потому что за вечер перед парой очень сложно сделать все. Я, наверное, научился правильно расставлять приоритеты за эти 4 года. Вот. У меня сейчас диплом, а я в видосе снимаюсь. Вот такие вот у меня приоритеты. Самое плохое, что ты можешь делать, это откладывать все на последний момент. Какие чувства вы испытываете к концу учебного года? Я чувствую себя грибом, потому что у меня на душе такие смешанные чувства, что я как будто бы не знаю, что будет дальше. И если уж студенчество — это лучшая пора твоей жизни, то страшно представить, что же будет потом. Если честно, даже внутри какой-то опустошения, я бы сказал. Не понимаю, почему. Это может и из-за нагрузки, ты привыкаешь к этой нагрузке, а потом как-то непривычно. Я испытываю радость. Мне очень повезло с моей группой. И также я поняла, что я выбрала направление, в котором действительно хочу двигаться дальше. Какие у вас планы на будущее после получения диплома? Вот на 30 октября у меня повестка в армию. Вот, это мои ближайшие планы. Вот 30 октября медосмотр, потом год армейки, потом, наверное, в ближайшее время я уже работаю в школе. Магистратура. Пока магистратура. Здесь же, тогда же. Вообще, когда студент заканчивает, у него 2 пути. Это магистратура или десантура. Вот. Я хочу выбрать первый путь. Что посоветуете студентам-выпускникам? Что-то посоветовать я не могу, потому что я только на первом курсе, но я могу пожелать успехов и найти желаемую работу. Не забывать свои первые года в университете. И после того, как будут работать, помнить о всех вот этих ламповых временах. Я желаю студентам, выпускникам нашего университета успешно защитить свой диплом и найти свою дорогу в жизни. Потому что университет дает нам лишь циркуль знаний, и с помощью этого циркуля мы должны начертить квадрат своей жизни. Что посоветуете студентам-первокурсникам? Терпение. Терпение, лояльного отношения к себе, к одногруппникам, к преподавателям, уважительного отношения к преподавателям. Скорешитесь со старостой, самое главное. И надо развиваться. ВУЗ предоставляет огромные возможности как
с творческой стороны, так с научной, так и со спортивной. Вуз вам поможет. Так что время вам дано, чтобы развиваться. На этом у нас все. Помните, что в мире всегда происходит что-то удивительное, и мы рады поделиться этим с вами. До новых встреч на волнах информации.